Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, какой приговор вынесут дальнобойщику, по чьей вине погибла 3-летняя девочка и ее 34-летняя мать. Он не только детей моих убил, но и нас. Это мало слишком. Я не знаю, как. Я бы просто поменялся с ними местами, но я не могу время вернуть назад. Кто виноват, что на въезде в Казань столкнулись 6 машин, вызвав огромный затор? И они трогались и тормозили, резко. Рывками все было, но еще я не успел нажать. А также 45 лет на всех. Мой сын удачный бизнесмен, семьянин шикарный, он живет в достатке, никогда денег он никогда ни у кого не вымогал. Вердикт группировки новотатарские. Это и не только прямо сейчас. 6 автомобилей по принципу домино столкнулись вечером на трассе М7. Авария произошла на мосту возле садового товарищества «Щурячи». Водитель «Мазды» с номерами Ленинградской области не сориентировался в плотном потоке машин, протаранил впереди идущие иномарки. Без пострадавших не обошлось. Подробности у Алии Хайрудиновой. Авария стала причиной серьезной пробки в сторону Казани. Оформить ДТП оперативно и также быстро освободить проезжую часть было нельзя, так как в происшествии пострадали люди. Пассажирку одного из автомобилей с различными травмами доставили в больницу. Еще одному мужчине, предполагаемому виновнику аварии, оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался. Двигались в этом плотном потоке. И он догнал. Ну, скорость какая у него когда была, он не видел, что ли? Мы остановились, стояли. Стоячий. Водитель «Мазды» не заметил, что автомобили впереди остановились и протаранил сначала Hyundai Accent, после чего и началась цепочка столкновений. Помимо корейской иномарки пострадали Opel, Mercedes, Hyundai и Mitsubishi. Предполагаемый виновник аварии рассказал, как все произошло. И они трогались и тормозили, резко. Рывками все было, но еще я не успел нажать. А вы прям на скорости, да, въехали? Я не успел. Обрезался от движения, все. У вас скорость примерно какая была? 20 километров буквально, а там дальше уже по инерции. Первые 4 автомобиля отделались незначительными повреждениями. 2 последних пострадали куда серьезнее. Покинуть место аварии они смогли лишь с помощью эвакуатора. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 3 автомобиля столкнулись на проспекте Ибрагимова. По предварительной версии, водитель «Субару», поворачивая во двор со второго ряда, не заметил автомобиль такси, который двигался по автобусной полосе. После удара японскую иномарку отбросило на автомобиль Kia Rio. Водитель «Субару» свою вину не отрицал. Как итог, все участники происшествия отправились в центр оформления ДТП самостоятельно. В аварии никто не пострадал. Московский районный суд Казани поставил точку в деле белорусского дальнобойщика Петра Белого. Сегодня 36-летний мужчина услышал приговор. Напомним, его обвиняли в аварии, произошедшей 26 мая у поселка Новониколаевский. Тогда в результате столкновения 6 автомобилей 3-летняя девочка погибла на месте. Ее 34-летняя мать через несколько часов скончалась в больнице. На заключительном заседании обвиняемый выступил с последним словом. Его слушал Айрат Назипов. Я каждую ночь просыпаюсь от этого момента, поверьте, мне безумно, безмерно жаль, что так произошло, простите. Еще до судебных прений обвиняемый Петр Белый впервые изложил полную версию событий в суде. Как такое произошло, мужчина не понимает до сих пор. Большегрузами он управлял 14 лет, за это время уже выработал определенный распорядок дня. Вот и в ночь перед аварией водитель спал столько же, сколько и всегда. И вот я вдалеке видел светофор, и очнулся только от удара. И этот момент мне снится каждую ночь, поверьте. Я даже не знаю, как это объяснить. Последствия краткосрочного сна за рулем оказались трагичными сразу для нескольких человек. 26 мая на трассе М7 у поселка Новониколаевский он протаранил стоящие автомобили. В общей сложности там столкнулись 6 машин. На месте погибла 3-летняя девочка. 7-летний мальчик впал в кому. Он до сих пор находится в больнице. 34-летняя женщина, водитель автомобиля, в который въехал дальнобойщик, спустя несколько часов скончалась в больнице. Также в аварии пострадали пожилой водитель и пассажирка Лады Приора. На судебных прениях каждая из сторон высказала свое мнение о подходящем наказании для уснувшего водителя. Уважаемый суд, я просил бы вас назначить ему наказание в виде 4 лет, 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Сторона потерпевших сочла такое наказание слишком мягким и попросила суд о более суровом приговоре. 4 года и 2 из них по сроку отсидеть, спокойно свою семью увидеть, и дальше будет работать. А у меня это на всю жизнь. И поэтому я считаю, наказание надо 6 лет лишения свободы, и чтобы общий был, а не поселение. Он не только детей моих убил, но и нас. Это мало слишком.
Он свою жизнь оценивает дешевле, что ли, чем стаж. Адвокат подсудимого же попросил суд о снисхождении, заявив, что его подзащитный полностью во всем сознался, имеет положительные характеристики и частично возместил моральный ущерб. Впервые привлекается к ответственности. На иждивении, как он уже пояснил, у него имеется супруга и малолетний ребенок. С последним словом выступил и обвиняемый. Мужчина еще раз попросил прощения за эту трагедию. Там рядом стояли фуры. Почему я не в них, не в ту же фуру? Я не знаю, как. Я бы просто поменялся с ними местами, но я не могу время вернуть назад. Для меня это такая же ужасная трагедия, как для них. Выслушав доводы каждой из сторон, суд принял окончательное решение. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, 1 месяц в колонии поселения, куда следует под конвоем, с лишением его права занимать определенные должности, связанные с управлением транспортным средством, на 3 года. Гражданских исков по делу заявлено не было, однако подсудимый намерен возместить ущерб пострадавшим на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Будет ли он обжаловать решение суда, пока не ясно. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Лишился почти 400 тысяч рублей, желая заработать. На удочку мошенников попал 41-летний казанец. Мужчина разместил объявление о продаже игрушки, которую сделал своими руками и выставил ее за 2000 рублей. Через несколько часов ему позвонила девушка и сообщила, что хочет приобрести товар. Она попросила продиктовать номер карты и пароль, который пришел ему на телефон. После этого сообщила, что перевела деньги за игрушку и якобы ошибочно перечислила еще свои 405 тысяч рублей. Звонившая начала плакать и просила вернуть указанную сумму. Злоумышленница пояснила, что мужчине необходимо перевести деньги через банкомат. Потерпевший снял сбережения со своей карты и перекинул на продиктованный абонентский номер. Спустя некоторое время мужчина понял, что девушка получила доступ к личному кабинету. Сумма причиненного материального ущерба составила больше 361 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Еще один приговор огласили сегодня в Ахитовском районном суде Казани. На скамье подсудимых предполагаемые члены организованной преступной группы «Новотатарские». Всего 7 человек. Как считает сторона обвинения, фигуранты дела заставляли казанских предпринимателей платить им так называемую дань. В случае отказа применяли и физическую силу, и моральное давление, и угрозы и самим предпринимателям, и их семьям. Правда, предъявленные обвинения подсудимые опровергали. Подробности у Рамиля Шайдулина. Закат криминальной группировки «Новотатарские» пришелся на август 2017 года, когда за ее участниками пришли оперативники. Хотя внимание стражей порядка нынешние фигуранты дела привлекли на 3 года раньше. Сказали, мы новотатарские, нам будете работать, мы будем крышевать. Нам надо платить деньги. По версии обвинения, подозреваемые вышли на предпринимателей, работающих на территории Казанского речного порта, и заставляли платить им деньги за криминальное покровительство. Многие бизнесмены не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свое здоровье и бизнес. Подсудимые угрожали повреждением имущества потерпевшего, а также причинением телесных повреждений в случае отказа платить им денежные средства. У подозреваемых нашли травматическое оружие со спиленными номерами, электрошокеры, кастеты и ножи. У одного из задержанных обнаружили свыше 50 граммов кокаина. В зависимости от роли каждого подсудимые обвинялись по статьям разбой, вымогательство, повреждение имущества, а также незаконный оборот наркотиков. Впрочем, подсудимые, как и их родственники, с версией следствия согласны не были. Мы считаем, что дело было сфабриковано, чтобы убрать конкурентов. Потому что когда наши дети начали заниматься торговлей, после этого завели уголовное дело. То, что ее сына оговорили, считала и мать одного из подсудимых. По ее мнению, уголовное дело было возбуждено из-за конкуренции. Мой сын удачный бизнесмен, семьянин шикарный, он живет в достатке, денег он никогда ни у кого не вымогал. Суд вынес обвинительный вердикт. Аделя Музыкова, Альберта Шакирова и Арслана Ахмед Тащима приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. На месяц больше получил Иван Плешков, 6 лет Артем Горбачев. А вот в колонии строгого режима отправятся Константин Куртымов и Игорь Шаронов. Оба были приговорены к 11 годам лишения свободы. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.